Красивый почерк – это приятный бонус к хорошим оценкам или гарант успешности в школе? Как заложить эти основы легко и просто? Гора новостей в необычной школе. Здесь ребята не пишут шариковыми ручками. Вместо этого перо и чернильница. В русской классической школе обучают каллиграфии. И все для того, чтобы у школьников был красивый и понятный почерк. По уникальной методике первоклассники сначала осваивают письмо на дощечках, потом в руки берут автоматический карандаш, далее перо, а за обычную шариковую ручку берутся в 6 классе. Как научиться красиво писать? Сначала мы писали палочки и крючочки элементов букв, а сейчас мы пишем пером. А раньше мы писали автоматическим карандашом. Почему нельзя сразу писать обычной шариковой ручкой? Обычной ручкой сразу нельзя писать, потому что если ошибка будет, ее невозможно исправить. Мы приехали в торжественный день, когда ребятам вручали перья и чернильницы. Такой переход означает, что все готовы писать и не исправлять написанное. Даже есть поговорка, что написано пером, то не вырубишь топором. Здесь звучит как нигде актуальным. Расскажи про ваш день каллиграфии в школе. Нам подарили перышки. Нам надо приобрести всякие чернильницы, чернила и принести домой, чтобы там писать дома, все дописывать. Уверен, что многие из вас никогда не пробовали писать пером. Перо очень сильно отличается от обычной шариковой ручки. От нажима и от постановки пера в руке зависит толщина линии. Перо можно даже порвать бумагу, а еще в придачу наставить кляксы. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Вась, зачем нужно красиво писать? Чтобы все поняли, что ты написал, и чтобы не опозориться, что ты не умеешь писать. Как вы учитесь красиво писать? Сначала мы писали на дощечках, потом писали в прописях карандашом, потом перешли на перо, а сейчас пишем на дощечках и карандашом и учимся писать пером. В русской классической школе основу красивого почерка закладывают еще в 1 классе. Но оказывается, можно исправить уже сложившийся почерк. Для этого нужно взять в руку перо и прописи. Иногда и взрослым приходится исправлять годами наработанный навык письма. Например, учителям без красивого почерка не обойтись. Вы тоже давайте не ленитесь и пишите красиво. Ровные, четкие буквы развивают мелкую моторику рук, а это влияет на работу мозга. Каллиграфия – это целая наука, которой почему-то сейчас уделяется мало внимания. Во времена Пушкина почерк был все равно, что лицо человека. Аделя Хаматова, Ильнар Бигус специально для «Горы новостей».